الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, наша ва'аза сегодня история одного человека. Этот человек был грешным человеком и хотел наставить себя на правильный путь. Чтобы понять этот хабар, сперва надо нам понимать, человек, когда идет на войну, он готовится, берет все необходимое оружие и защита. Однако ему нужна еще внутренняя сила. Это здоровье. Оружие взял, не хватает, если ноги болят, руки болят, глаза не видят, не хватает. Вот сегодня этот рассказ нам даст понять, как у нас должна быть внутренняя сила. Однажды этот один человек пришел к праведному человеку Ибрахим бин Адхам, рахимахуллах, он известный такой, и говорит: «Я Аба Исхак, о отец Исхака, инни мусрифун аля нафси, я чрезмерно грешу», говорит, нету ограничений для моих грехов. Фа'ариду алейя, предложи мне, говорит, ма якуну ляха, те вещи, которые меня остановят, когда я захочу грешить еще раз, которые спасают меня от грехов. Факал, и этот человек отвечает ему: «Ин кабильта хамса хисалин», если ты обещаешь мне и примешь то, что я говорю, 5 вещей, будешь согласен со мной и будешь делать то, что я говорю, лам тадуррука аль-ма'сия, грех не вредит тебе. Ну, как мы говорим, вот солдату, вот ты будешь вот защищаться вот так, вот так, вот так, они тебя, враги, не увидят и не вредят. Ты уже готов. Тогда он сказал: «Хат, я Аба Исхак, расскажи, я Аба Исхак», говорит. Когда он отвечает: «Аммаль уля», первое, «Фаиза арадта ан та'си Аллах», это касается не только ему и нам. Когда ты захочешь грешить, «Фала та'куль ризк Аллах», если Аллаху хочешь грешить, не кушай ризк Аллаха, говорит. Кал, тогда этот человек ответил: «Фамин айна акуль», откуда же мне есть, говорит, кушать, если все, что на земле, это ризк Аллаха. Это обращение не таким людям, которые им плевать на все. Им толка нету. Эти 5 вещей, говорит. Это 5 вещей, у кого есть внутри чуть иман, который акл есть, разум есть. Для них, у кого есть совесть, у кого совесть, намус нет, ему на все плевать, что бы ты ни сказал. Поэтому, говорит, не кушай ризк Аллаха, говорит. Тогда он ответил: «Откуда же мне кушать, если все, что на земле, это Аллаха», говорит. Каля, он тогда сказал: «Я хаза», говорит, эй, человек, говорит, «Афа юхсину бика», разве красиво, говорит, тебе кушать у него то, что он ризк Аллаха, и грешит, говорит. К примеру, человек дает тебе все деньги, и ты против идешь. Он тебе помогает, а ты против него идешь. Аля сказал: «Ля, нет, конечно, некрасиво», говорит. Тогда второе, говорит, «Иза арадта ан та'сияху», если ты хочешь грешить, «Фала таскун шай'ан мин билади», не живи у него в городах, говорит. То есть Аллаха, говорит. Аля хаза азам, это еще больше, говорит, то, что ты сказал, говорит. Фа айна аскуну, а где же мне жить, говорит, это дунья, это все Аллаха же. Тогда он отвечает: «Я хаза, эй, ты, говорит, афа юхсину бика», разве красиво, говорит, кое есть намус, я анта куля ризкаху, кушаешь ризк Аллаха,
и живешь в его городах, потом идешь против Аллаха. Тогда он сказал, нет, конечно, говорит. Потом давай третий, говорит. Вайза аратта ан та'сияху, он говорит, если ты хочешь грешить, прежде чем грешить, ван тахта ризк, да, ты у него кушаешь в городах и живешь в его доме, фаундур маудиан, посмотри, где он не видит тебя. Вот там иди греши, говорит. Кала Ибрахим, кала я Ибрахим, он сказал, эй Ибрахим, махаза, что ты говоришь, говорит? Где бы я не был, он же меня везде видит, и тайно его видит. Кала, он тогда сказал, я хаза, эй человек, разве красиво, говорит, кушать ризк и живешь в его городах, и грешишь открыто, и он, зная, видит, что видит он, и грешишь, говорит. Кала, нет, конечно, некрасиво, говорит. Потом давай четвертый, говорит. И он говорит, файза джаа малакул маут, хорошо, ты наглый человек, кушаешь у него, живешь, и знаешь, что он видит, и такой неблагодарный, бессовестный, ты делаешь то, что все делаешь. Хорошо, тогда, говорит. Четвертый, если ангел смерти придет, что взять твой рух, факулляху, ты скажи ангелу смерти, дай мне сейчас тауба делать, чтобы хорошие деяния тоже делать. Аля, говорит, он сказал, конечно, ангел от меня это не примет. Потом Ибрахим сказал ему, эй, говорит, ты, говорит, не можешь от себя отдалить смерть, и ты знаешь, что нету шанса, не бывает. Хакаифа тарджу, а как ты надеешься, что ты будешь спасаться в судный день? И тогда говорит, если гарантии нет, то доживешь до завтра, сегодня ты грешишь. Или же на час, как ты можешь грешить? Думай вот о этих вещах, думай, говорит. Кала иза джаака замария, вот говори, говорит, пятый. И он говорит, когда ангелы забанят, которые, джаханнам, который людей водит, ангел, забанят их называют. Когда они придут тебя забрать в судный день, ад, ты не иди, говорит, с ними туда, говорит. Тогда он сказал, говорит, иннахум ла ядауни, они же не оставят меня, говорит. От них я же не смогу убегать. Когда он сказал, факайфан тарджун наджат, а как ты хочешь спасаться, говорит, тогда, говорит. И это Ибрахим, потом он сказал после пятого, я Ибрахим, о Ибрахим, хасби, достаточно мне вот это 5, хасби, достаточно мне вот это 5, ана астагфируллах, я прошу Аллаха прощения, ва атубу илайхи, и каюсь Аллаху, говорит. Действительно, этот человек, говорит, покаялся и держал свое слово и отделялся от всех грехов, пока смерть не разлучила его, говорит, от этого дня. Вот этому человеку вот это 5 вещей повлияло. Нам это влияли или не влияет? Вот поэтому, прежде чем грешить, вот остановиться, надо думать. Мы часто смотрим, камера есть, а ночью никого не видит, но забываем, что Аллах под семей земли будешь, Аллах видит. Просто когда вот человек в гости ходим, мы говорим, он тебя кормил, ты у него дома жил, какой неблагодарный, ты еще воруешь у него дома. И когда ты воруешь и знаешь, что он тебя видит, это еще наглее. Когда не видит, да, ты думаешь, не видит, он меня кушает, живешь. Когда перед его глазами ты делаешь там грехи, вот так же Аллах нам, аулия и уляма, и такие примеры привели, чтобы мы близко понимали это все. А дунья сиджнуль му'мин, говорит, дунья это тюрьма для верующего человека. Ваджаннатуль кафир, для кафира это, говорит, рай, говорит. Вот эта тюрьма, есть законы. Тебе говорят, 2 года потерпи, условия соблюдай, ты спокойно на волю выходишь. Вот так же дунья, это мир дунья для нас как тюрьма. Вот чуть-чуть потерпеть, потом воля будет, иншаллах, в раю. Дай Аллах мне и вам понять истину, исследовать за ним. И вспоминать, вот остановиться, прежде чем грешить, вот это 5 вещей, задуматься. Давай я буду благодарен рабом Аллаха и совестным. Вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب